Знаете, я все пытаюсь освоить пенсионерское существование со всеми его, мне кажется, достоинствами и преимуществами, не обращая внимания на недостатки. Одним из преимуществ пенсионерского существования, как мне кажется, является то, что можно делать не то, что должно, не то, что от тебя ждут другие, или то, к чему ты сам себя вынуждаешь, наделав чего-то раньше. А пенсионеру можно делать то, что хочется. Поэтому, привыкая к этому, я, наверное, еще не привык, но уже утратил некоторые привычки работающего человека. Ну, например, следить за расписанием или еще что-нибудь такое. Свобода была. То есть ты и раньше делал то, что хотел? Нет, это как бы не совсем так. Потому что раньше я к этому стремился. Теперь я хочу этим наслаждаться. Так вот, я не знаю, куда вы пришли. Я сегодня пришел на продолжение семиотики метапредмета знак. Да? Вот. И после прошлой нашей встречи с началом этой работы по метапредметам я постоянно думал об этом. И понимаю теперь, что я сильно заблуждался относительно возможности такой работы. Ну, по крайней мере, в том, что касается меня самого. Мне казалось, вот достаточно будет ввести несколько простейших представлений, категорий, понятий, писать мир знаков и его прикладное назначение для методологической работы, и на этом дело может закончиться. И в общем, если мы посмотрим на курсы семиотики в рамках учебных программ и планов там, у лингвистов, филологов, культурологов, философов и так далее, то так примерно все и происходит. Небольшой какой-нибудь курсик, введение основных понятий и категорий, рассказ о том, кто чего в семиотике наделал, там, начиная с Якобсона там, и останавливаясь чуть подробнее на Тартусской школе. И все это этим делом и исчерпывается. А я же, размышляя, в общем, попадаю в сложную ситуацию. Как даже стишок такой всплыл в моей голове. Не помню, из какой точно оды Ломоносова эти строчки, но они звучат примерно таким образом. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Вот если звезды заменить на знаки, я бы сказал, что вот все мои размышления после прошлого занятия, они примерно об этом. Открылась бездна знаков полна, знаков числа нет, а бездне этой дна. И вот в своих размышлениях я думал, что нужно продолжить в более таком азбучном, что ли, виде ряд аспектов, начатых в прошлом рассуждении. Но как только я представлю себе, что мы начнем разбирать их с самого начала,
то я не представляю себе, сколько времени на это надо и сколько мы этим всем будем заниматься. Поэтому сегодня, уже идя после съемок сюда, я подумал, что, наверное, начну с введения какой-нибудь простейшей схемы. И медленно мы будем ее исследовать. В процессе исследования будем вспоминать или обращаться к азам, вот к этим азбучным каким-то вещам, если понадобится, если будут возникать какие-то непонимания. То, что они будут возникать, я зуб даю. Другое дело, смогу ли я их ловить, эти непонимания, успевать их замечать, но это должно зависеть, по крайней мере, от вашей активности и реагирования на то, что я говорю. Вот. Иначе мне бы пришлось говорить большие длинные монологи с таким лекционным оттенком, из чего, в общем, совершенно непонятно было бы, что из этого остается, ложится, садится и так далее. А если эти лекции там, в формате текста, к примеру, мы могли бы ознакомиться, предварительно, а потом обсуждать ли каким-то форматом? Или, допустим, даже... Ну вот понимаешь, какая фигня? Я настолько за период своей работы отвык работать академически, что я, в общем, не вел картотек, не вел каких-то записей, книг, там, не знаю, цитат, отсылок, да, которые необходимы для такого рода преподавательской нормальной работы. Что сейчас у меня этого как бы нет. При этом, планируя свою работу, ну или работая как методолог, я вынужден был это все превращать в свой рабочий материал. И тогда, как бы, превращение этого в свой рабочий материал снова ставит меня перед проблемой, которую я обсуждал в прошлом году, да, трансляция опыта. Видишь, я не могу себя поставить в ситуацию Гегеля, там, еще кого-нибудь, да, Хайдеггера, которые начинали разворачивать большие дисциплины или большие предметы с самого начала. Хотя, на самом деле, я нахожусь в такой ситуации. И вот ту же семиотику я не могу порекомендовать вам ни одной книги. Потому что они не про то. Все книги, вот, из которых я черпал свои представления о семиотике, они не про то. Более того, они все многословны, не дидактичны. Поэтому вы утонете, если будете это делать. Ну, читать эти книги. Не говоря уже о том, что большая часть книг, связанных с семиотикой, они заточены, скажем, на специфический интерес человека. Ну, то есть филологи читали филологические книги, да, лингвисты, лингвистические, ну и так далее. А в общем это все рассыпано по этим книгам. А вот навыки работы со схемами, которые, как мне кажется, упаковывают вообще огромный пласт семиотических представлений, у методологов вырабатывались только в практической работе. В работе на доске, на методологических семинарах или в работе по рефлексии, проектированию рефлексии и
в играх, да, и в методологических консультациях на играх. То есть все было в таком вот как бы ремесленном состоянии. Ладно. Давайте будем работать с простейшими схемами, с их чтением, интерпретацией, элементами и так далее. Вот я сейчас нарисую простейшую схему. Ну, как простейшую? Одну из многочисленных простейших схем. И до того, как рассказать, что я нарисовал, давайте попробуем, скажем так, собрать, парадигматически собрать. А что это может быть нарисовано? Вы выделили какое-то пространство, выделили функциональное место. да, место какое-то вы выделили пространство. Ну вот, да, Николай абсолютно как бы точно начал, да. Причем давайте еще как это разберем то, что Николай сказал, не отсылаясь к более простым вещам. То есть это не окружность. Это два пространства или мембраны. То есть это не надо понимать, как геометрическое место точек, равно удаленных от центра. Понятно, да? Не геометрия. Значит, мы уже понимаем, что какого рода вот вбрасывание схемы на доску, да, оно не может быть понято в рамках некой дисциплинарности и предметности. Мы не рассматриваем это как окружность. То есть, в лучшем случае мы относимся к этому топологически. Я мог нарисовать квадрат, треугольник в этом смысле, да, любую замкнутую фигуру. И этим эта схема отличается. Вот я отделил пространство. Вот если бы я нарисовал на чистой доске вот это, я бы тоже проделал разделение всего пространства доски. А что такое пустая доска? Пустая доска — это все. Это мир. Вот я, проведя на чистой пустой доске линию, я бы то же самое сделал, что и здесь. То, что сказал Николай. Но ведь это отличается друг от друга, этих зарисовки. Значит, мы можем по этому отличию сказать нечто в продолжении. То есть это не просто разделение всего-всего на два пространства. Это еще и определенным образом какое-то замкнутое пространство, которое находится в другом пространстве и противопоставляется ему определенным образом. А если бы я, ну вот я здесь полуфабрикаты разные рисую, отделяя, да, это все. А если бы я нарисовал на пустой доске вот так. Есть два пространства, которые противоставляются всему и друг друга, но не похожи на друг друга. Почему два? Ну, как Вот минимум, смотри. Как минимум два. Вот смотри, вот как интересно. Вот здесь я нарисовал. Это вот мы поделили доску, да? Вот это наша доска исходная. Это наша рабочая доска. Это мусор. Это мусор, это как бы примеры, которые не похожи на это, да, от чего я отделяю. Вот я нарисовал бы, предположим, на чистой доске вот это. Здесь ты говоришь два пространства, да? А здесь ты опять говоришь два пространства. Два замкнутых. Что значит замкнутых? А здесь замкнутое Два пространство. разделенных от места. И три пространства, если Ну, давайте думать, вот если только это нарисовано, что мы можем сказать об этих пространствах?
И обрати внимание, вот здесь действительно тоже надо было бы говорить о двух пространствах. О двух, потому что тогда вот то, что там, оно как бы и не очень значимо, если не оговаривается специально, если я его никак не маркирую. Здесь я тоже пока не маркирую, но здесь мы уже как бы определили, здесь два пространства. Что мы можем про эти пространства сказать? Пока очень формальные эти самые высказывания. Вот можем ли мы сказать, что одно пространство из этих включает другое? Ну да. Ну то, что сейчас... Тут же сказано. Почему это? Вот опять давайте думать. Если бы я хотел сказать, что одно пространство включает другое, я бы нарисовал нечто вроде вот этого. Ну, так, если бы вы хотели указать на это, как на основной предмет, Да. здесь же мы не можем отрицать, что у нас есть все, есть нечто, а на самом деле в этом все. Оно не выключено из этого общего пространства. Точно не может. То есть нужно какое-то было указать на это, что оно не входит туда. Вот теперь смотрите, на этом месте, да, мы останавливаемся и говорим, что дальше рассуждать про это уже просто на этой схеме нельзя. Нужно что-то уточнять. Да? Если я это понимаю, то тогда я бы, наблюдая за этой зарисовкой и за этой схемой, сказал бы, здесь изображено два пространства, одно из которых можно характеризовать или категоризировать как внутреннее пространство и внешнее. Вот здесь мы могли бы говорить верхнее, нижнее там, и так далее. Да? Если мы замыкаем контур, границу, мы говорим о внешнем и внутреннем. Можем говорить о внешнем и внутреннем. Иначе смысла замыкать ну, особого не было бы, да? Это тоже можно было бы так сказать или нарисовать, но это требовало бы оговаривания, что в общем мне не важна замкнутость этого пространства. Очень интересно, ну, кроме того, как мы это называем, именно такое геометрическое понимание, если вы рисуете горизонталь по всю ширину листа, то здесь не возникает двойного ощущения, включает ли одно другое. Угу. Просто потому что пространственно они пересекаются. А когда вы рисуете замкнутую окружность, то тут есть такая двоякость. Да, да, это я понимаю. Это я понимаю. Я поэтому и разбираю, как бы, да. Но теперь смотрите, если бы я нарисовал просто прямую линию, вот как на той, да, ну иногда так платоновское пространство я изображаю, да, платоновский мир. Да. Смотрите, неправильная трактовка той схемы, где только одна черта на всю чистую доску, да, состоит в том, что одно пространство трактуется как вверх, другое как низ. В этом смысле они просто два пространства, и верхнее и нижнее как бы не имеет смысла до того, как об этом что-то сказано. Так вот, здесь при замкнутости мы тоже не говорим про верх и низ, тут нет такого, как бы, да, но мы не говорим про включенность. И что вот это включено в то. Но про то, что мы говорим внутреннее и внешнее, да, и категории, формальные категории, вообще ничего не значащие. На самом деле, в смысле содержательности, да, внешние и внутренние, ну, как бы они могут быть продолжены. Как-то можно про это начинать говорить. Что можно так изобразить про внутренний и внешний? Ну, например, внешний мир и внутренний мир. Но обратите внимание, внутренний мир не включен во внешний. Он может быть так же бесконечен, да, многообразен, как и внешний мир. Хотя бездна звезд полна. Как говорил Кант по этому поводу, да? Есть две вещи, которые его удивляют. Звездное небо над головой, та самая бездна, да? И нравственный закон во мне. Он как вот, внутреннее, да? Поэты, всякие там психологи, романтики внутренний мир считают таким же бесконечным, таким же неисчерпаемым, как и внешний.
И в этом они, в общем, имеют рацию. Вот, предположим, тогда, значит, чтобы дальше рассуждать, я должен что-то содержательное про это сказать. Я говорю, да, это внутреннее пространство, это внешнее, оно изображено так, и это, ну, как бы, наиболее, наверное, прегнантная форма такого изображения этих категорий, внутреннего и внешнего. Да? Ну, теперь я говорю про внутренний мир и внешний мир. Это схема внутреннего и внешнего мира. Я уточню. Вот это я нарисовал. Да? При этом внутренний мир не включен во внешний. Он ему противостоит на самом деле. И тогда вот замкнутый контур не означает включенность. Он означает только это отношение внутреннего и внешнего. Да? Ну и поскольку это внутренний и внешний мир, то как бы его можно начинать наполнять уже каким-то содержанием. Например, субъективный внутренний мир, да? И объективный внешний. Хотя это не лучшая форма как бы трактовки, но тем не менее. Или просто то, что во мне, а то, что вовне меня. Отлично. Давайте тогда сразу сообразим, а что еще можно было бы изобразить таким образом? Так вот, про внутреннее и внешнее. Вот, это просто x1 и x2, это все-таки про некие взаимоотношения. Коли мы не можем сказать, что оно включено, не можем сказать про такую якость відносин, то что за такие якость відносин, как внутренность и внешность? Ну, давай думать. Внутреннее и внешнее – это категориальная пара, категориальная оппозиция, с помощью которой мы пытаемся, можем приступать к описанию всего мира. Мы можем приступать к описанию мира с какими-то другими средствами, какими-то другими схемами. Но в данном случае я предложил, нарисовав эту схему, внутреннее и внешнее, причем отмел все другие категориальные оппозиции. Ну, например, материальный идеальный. Да? То есть внутренний и внешний это как формат координатной сетки, от которой мы можем... Да, это фактически единственная координата, на которой мы как бы вот можем, с которой мы можем работать с этой схемой, но не сразу, когда я ее нарисовал, потому что сразу там вообще ни хрена не было. Кроме того, что я разделил пространство на доске. Появилось два пространства. И там еще не категориальной оппозиции, даже формальной категориальной оппозиции нет, не говоря уже о содержании. Там есть только число 2. Так, адрознення від простори розділеної бесконцевой прямой, тем, что есть некое сопоставление, вы сказали, правильно? Как еще раз? Ну, питання, у чим адрознення тоді от такої топологічної замовлення з простори, яка просто розділена бесконцевой прямой? Ну да, да. То есть замкнутость этой линии, она дает основание само по себе в знаке, да, различать внутреннее и внешнее, тогда как при такой зарисовке это не обосновано никак. Там тоже можно нарисовать внутренний и внешний мир таким образом, да? Но это тогда требует рассказа про это. Вот точно так же, как если бы я нарисовал вот просто. Нарисовал бы вот такой знак. Да? Никто никогда не должен читать этот знак, исходя из того, что за ассоциация возникла у него в башке по этому поводу.
Потому что это может быть О, а может быть 0. Поэтому как бы знак появился, но как только он появился, как бы мы ничего не можем про это сказать, не уточнив. Да? Чего это знак? Это требует уточнения. Тогда этот знак вызывает нас к действию. Ну, вы намалевали вось гэты знак кружок и так моментально сказали, что вот это будет внутренний свет и внешний, правильно? Потом, в ответах, в разговоре я это сказал, да. Но потом. Ну, і акрамя того, что это два как бы просторы и с такой заморозки можно сказать, что одно включено в другое. Не включено. А Нет, что не можем. внешнее, другое нет. Вот этого мы сказать не можем. Ася попробовал это Ну, сказать. вот. Значит, фактично, коли мы это не сказать, то на гэтым этапе, не ведаючи тое, што вы збіраецеся далей казаць, гэтая схема і схема простор раздзельная там умоўна прямой, яна ідэнтычна. По сути. Ну нет, почему? Они не идентичны. Ну, не маючи іншай ніякай інфармацыі, для нас яны, в принципе, Еще раз. Замкнутый контур криволинейной фигуры, если он несет на себе какой-то смысл, то он при такой зарисовке дает основание говорить про внешнее и внутреннее. Прямая линия не даст ему такого. А прямая линия не дает тебе таких оснований. Если ты хочешь говорить про внешнее и внутреннее, то замкнутый контур для тебя более функционален, чем прямая линия. ну, Кто знает. Но гадать об этом точно не надо. Вы-то помните и вы знаете, что мышление – это эмерджентное свойство, возникающее не в одном человеке, а между людьми. Между. И поэтому надо было уточнять, надо было делать, например, предположение, его сделал Николай, про то, что два пространства. Предположение, которое оказывается нерелевантным, про то, которое сделала Ася. Дополнение, которое сделала Настя. В результате мы имеем уже, да, что сказать про эту схему. А как только мы уже это сказали, это возникло в нашем разговоре. Потому что если бы я этого не говорил, если бы я не отвечал на вопросы, не реагировал на эти реплики, ничего из этого сказать бы было нельзя. И там бы оставалось гораздо больше свободы для чтения и интерпретации этой схемы. Больше свободы. Например, как можно было бы прочитать эту схему? Иначе. Я вот часто пользуюсь такой зарисовкой. И, как правило, пользуюсь не для зарисовки внешнего и внутреннего мира. Это часть чего-то. Например, для иллюстрации схемы проблематизации Николая Кузанского. Да? Когда эти пространства — это пространство знаемого и незнаемого. Да? И тогда это не внешний внутренний мир, а это то, что мы знаем, а это то, чего мы не знаем про мир. Да? Это опять схема мира, но совсем в другом развороте. Никакого внешнего и внутреннего там нет. Там другая категориальная позиция. Знаем, не знаем. Да? Ну и, соответственно, через категориальную позицию внутреннего и внешнего мы можем описать мир, начиная с этой оппозиции, мы можем описывать мир определенным образом. Если мы апеллируем к Николаю Кузанскому, и там категориальная оппозиция знаем, не знаем или знаемое, незнаемое, да, мы начинаем описывать мир совершенно иначе. И получим два разных описания мира.
дополняя и развивая эту схему. Но теперь мы помним не только то, что на ней изображено, но и то, чего на ней нет. Ну, например, нет включенности. Что значит нет включенности? Понимаете, что внутренний мир не является частью внешнего мира. Это разделение на два разных мира. Если мы на доску выходим в мир. М? То есть это мы на доску изначально кладем мир, Да. а потом, когда рисуем, мы говорим, это внешний и внутренний, и они как бы, естественно. Да. И проговаривая эти вещи, и так далее, мы понимаем, что, например, сколько там точек на этой плохо нарисованной окружности. На любой окружности количество точек является бесконечным. Оно не может быть бесконечным в силу замкнутости фигуры, да? Но оно стремится к бесконечности. А сколько тогда чего во внутреннем мире? То же самое. То же самое, что и во внешнем. Да? Они бесконечны и неисчерпаемы. И вот как бы при таких пресуппозициях дальше мы можем начинать обсуждать что-то и строить дальше, потому что, ну вот на этом мы остановились, ну и что толку? Мы знаем, что существует внешний мир и внутренний мир. Существует. Не метафизически. Это мы так разделили мир. Мы внесли в него некую информацию. Сняли некую неопределенность. И сняли ее только в взаимодействии. Поэтому сам по себе знак, сами по себе элементы, из которых состоит знак, они абсолютно бессодержательны. Да? Два пространства отделены друг от друга. Граница что-нибудь значит? То, что она есть. То есть есть какой-то признак, по которому они различаются. Ну, граница. То есть как-то есть и физическое существование обозначено. Ну, семиотически обозначено. Да, семиотически. То есть есть какая-то условно формула этой границы. Но они же не связаны с друг другом, в принципе, границы может и не быть. Это не связано с друг другом, эти два пространства, внутреннее и внешнее. На основании чего они тогда разделены? Ну, Границы может не быть, это сильное высказывание. Тогда что такое граница? Нам же нужно какое-то основание, за счет чего мы разделяем. Не, ну может ли быть... Ну, выделены две категории, это уже есть граница. Нет, два не связанных с собой пространства, они, по идее, не имеют с собой никаких границ. Почему? Граница в том, что есть два. То, что мы создаем, когда их определяем, получается. Ну, вот у нас, допустим, внутренний и внешний мир. Где между ними границы? Вот. Вот, смотри. Это ж разные вещи, да? Когда ты говоришь, употребляешь слово «граница» в плане контакта и разделения, это одно дело. Другое дело, когда ты разворачиваешь следующее рассуждение. Это два не связанных между собой мира, где между ними границы. Слово «граница» в первом высказывании и во втором высказывании не совпадают друг с другом. Две границы. Как физическая граница? Нет, как по принцип. крайней мере, опять же, это нас вынуждает обсуждать границу. Эта схема, помимо того, что она содержит два мира, да? Два мира, она содержит знак, черту, замкнутую черту, которая привлекает к себе наше внимание, повышенное внимание. И на основании наличия в схеме этой черты мы можем начинать обсуждать, что это такое. Более того, мы сразу же выделили в твоем только рассуждении, да, что смысл слова «граница»
в одном высказывании не совпадает со смыслом слова «граница» в другом высказывании. Тем самым это опять же направляет дискуссию, наше обсуждение в определенном направлении. Если я возьму и скажу, что мой внешний и внутренний миры нарисуем вот таким образом, тогда справедливым становится высказывание Николая про то, что между ними нет границ. Если оно справедливо. Не присоединяюсь. Границы. Границы внутреннего внешнего мира. Ну давайте разберем, еще раз разбираем. Итак, значит, как там Николай говорил? Где граница между внутренним миром и внешним миром? Когда мы говорим граница, один, это когда есть внутри и снаружи. Да? Ну вот у меня что-то внутри есть, и кожа, одежда представляет собой границу, разделяющую с одной стороны внешнее и внутреннее, с другой стороны обеспечивающее контакт. Да? Это граница в смысле один. Здесь есть коннотации к этой границе. Разделять и обеспечивать контакт. Да? Отлично. Если мы вот так вот рисуем, то Николай говорит, они же не связаны друг с другом, внешний и внутренний мир, было сказано в разговоре. Он об этом не забыл, он об этом напоминает. Значит, можно вот так вот это изобразить. Да? Изобразить. И тогда никакой границы между ними нет, если они не связаны. Контакта нет. Тогда у нас появляется граница 2. Каким понятием границы мы будем пользоваться? Одно есть, другого нет. В схеме, которая у нас нарисована, там можно обе эти границы использовать. То есть они обе применимы. Потому что у нас есть физически нарисованная оболочка мембраны, которую можно назвать границей 1. Но при этом признак, по которому мы разделяем два пространства, может спокойно входить в границу 2. Ты почему ты знаешь, что мембрана слово употребляешь? Мембрана у нас нечто проницаемое, может непроницаемое. Тут же другие Но категории. мембрана же это тип границы. Ну, же чего? Он относится к типу границы 1 или 2. И к какому же он типу относится? Один. Мембрана обеспечивает контакт, и она разделяет. Это только советская граница на замке. Да, никто тут ни туда, ни сюда не выходит и не входит. А мембрана – это граница, особый тип границы. И она взаимопроницаема. Я немного сейчас потерял, что мы сейчас хотим обсудить. Мы обсуждаем знак и работу со знаками. Мы находимся на занятии по семиотике или на занятии по метапредмету знак, и мы учимся работать со знаками. Строго и последовательно. И вводя понятие мембраны, мы сейчас делаем типологизацию Нет, мы границы не в один вводим или понятие мембраны. Ну, вот я про это не сказал. Оно нам по барабану. Но граница не по барабану. То есть мы можем сейчас констатировать, что есть два вида границы. Граница первая — это когда соприкасаются пространства, или там одно во втором находится. Граница 2, когда два пространства. Вот. Да, это правильно. Но тут все дело как бы еще хуже обстоит. Как только ты начал с того, что на этой схеме изображено два пространства,
Мы с этим согласились сразу и пошли дальше. Дальше мы начали устанавливать отношения между этими пространствами. Установили, что между ними нет отношения включенности и выключенности. Но в отношении к координате или к категориальной оппозиции внутреннее и внешнее это имеет. Соответственно, как только мы поняли, что это имеет отношение к оппозиции внутреннее и внешнее, мы отмели другие интерпретации. Ну, например, знаемое и незнаемое, там, или еще что-нибудь такое. Да? То есть мы уже много знаем про это. Зная про это, мы смотрим на нее и говорим: Боже, а ведь на схеме, на доске, пустой доске, у нас 3 вещи. То, что внутри, то, что снаружи, внешне, да? И еще есть то, что их либо обеспечивает контакт, либо разделяет. И когда мы понимаем, что если эти вещи не связаны друг с другом, внешние и внутренние, мы какие-то отношения между ними должны устанавливать, но если между ними граница, зависит от того, каким понятием границы мы пользуемся. Ну, тогда, а как нам выбрать из этих 2 представлений о границе то, что нам нужно для дальнейшего рассуждения? А чем будет для нас это? Содержательное положение. Не все сразу. То есть я бы выбирала тип границы в зависимости от того, чем будут эти пространства. То есть когда я говорю о своем внешнем и внутреннем, мне важна вот эта мембрана. Когда мне нужно разделить... Только не торопись. Да. Не торопись. Смотри. Еще раз, как ты сказала сначала? Я бы выбирала, каким типом границы работать, в зависимости от того, чем будут эти пространства. А Николай как сказал? Он сказал, надо содержательно определить пространство. Я бы не торопился, то есть я принял бы оба ваши предложения, да? Но только не торопился бы делать содержательно. Но что-то про это сказать надо. И вот обратите внимание. Еще раз тогда на схему, которой здесь нет, но в которую можно было бы при определенном содержании или наполнении того, что есть на этой доске, а на этой доске у нас уже 3. Да? Не 2, как было первоначально, с чего мы начали отталкиваться, у нас уже 3 семиотических элемента схемы. Да? Можно было бы нарисовать их вот таким образом. И между ними нет контакта. Да? Нет контакта, и как бы мы тогда говорим, нам нет оснований говорить о границе между ними. То есть здесь вроде бы употребляется понятие 2. При каких условиях содержательного наполнения или того, что мы могли бы сказать про эти пространства, мы могли бы удовлетвориться понятием границы 2, то есть границы, которой нет. Разность природы. Какой природы? Ну, это... Нет, я понял, я даже подхватываю как бы. А что за природа тогда была? Ну, сутностная. Ага, сутностная. А ты про это что-то можешь сказать? Про сутностную природу, которая привела бы нас вот к такой схеме. Ну, коли одно не сводимо до другого, то мы не можем провести межу, яка дозволяє організувати контакт. Так, тоді запомни зараз. Да. У меня просто есть такой природный пример. У вас есть емкость, заполненная шариками двумя цветами. У вас нет пространства с конкретной разделяющей границей, но у вас есть признак, по которому вы можете сказать о пространстве одного цвета шарика и пространстве другого. То есть это просто... Можем шариками наполнить эти пространства? Можно почему угодно. Да, только давайте, мы же мыслим в категориях формально, да, пока не схватывая содержательно эти вещи. О каких шариках говорит Настя? Все равно. Абсолютно. Это не шарики. Это могут быть кубики.
там еще что-нибудь. И как только мы говорим о шариках таким образом, у нее метафора возникла, да, то можем мы свести шарики к элементам? Точно? Ну все может. Ты про сутных говоришь, про природу. Можем шарики Насти свести к элементам? Моим? Да. Моим нет. А почему? То есть шарики с То есть ты говорил уже, вот смотри, сейчас. Ты уже говорил, имея в виду что-то содержательное, да? Поэтому шарики твои Я элементы. никогда, наоборот, мені було більш змістовним наклонення. А про приклад з шариками, мені здається, тут все одно граница у выгляде один. Нет. Вот Это смотря с какими шариками. Ну, Тут медленно, не торопись. Ты слово элемент слышал? бывало. Отлично. Все знают слово элемент? Слышали? Да? В каких парадигматических системах употребимо слово элемент? Там, где зададена одинка и... Вещественных вещество. Про одинку не торопитесь. Вот если я так скажу, и вы это знаете, что слово элемент употребимо в системах со связями между элементами, да? Ну, например, в молекулах. Да? Молекулы состоят из атомов. Атомы являются элементами молекул. Стул состоит из элементов. Элементом являются спинка, ножка, сиденье там, и так далее. Да? Это нормальное употребление слова элемент. Но слово элемент употребляется еще в теории множеств. Да? Когда мы имеем два множества, не системы, а множество, и в них элементы. Да? И тогда, когда ты говоришь про природу вот этих пространств, для меня это означает, это природа онтологически содержательная, вещественная, материальная природа этих пространств, или счетная, то бишь теоретика множественная. Если мы представим себе, что вот эти два пространства заданы нам как множество, то между ними не надо искать границу, и нам тогда граница это вот в этом смысле два. Между множествами нет контакта. И нету перехода. Есть одно множество, есть другое множество. А как только мы не теоретико множественно подходим к этим пространствам, а как-то онтологически, ну, то есть вот, у них другая природа, да, у этих пространств, там что-то есть, ну, осязаемое, что-то есть материальное, не просто счетное. То есть тут недорегулирующее значение категории внутреннего и внешнего, потому что когда там с включенностью, про яку Ася казала, там хоч зрозуміло, що ви там може бути ось непримінимо на этой сцене. Вот. И когда тут возникает про множество, то мало того, что мы не можем сказать там про межуток, между там в принципе категория, она якби, як сказать, неприменима. Какая категория неприменима? Граница. Ну да. Если мы имеем дело со счетными множествами, да, где нет содержания, материального наполнения, денотативного наполнения, да, а элементами являются, грубо говоря, числа. Только числа, шарики, без шарикообразности, да, без цвета, запаха там, и так далее, то тогда границы не надо обсуждать. Между множествами границы не обсуждаются. А что обсуждаются? Если мы множествами берем, да, вот скажем, представим себе внутренний мир как множество.
Вхождение множества. Ну, Входит или не входит в множество? да. Входит или не входит? Относится или не относится? Ну, скажем, мы можем говорить, внутренний мир состоит из переживаний, чувств, да, впечатлений, эмоций и так далее, и так далее. Тогда эмоция 1, эмоция 2, эмоция 3, прочее, прочее. Где граница у такого множества с внешним миром? Ну, а скажем, не знаю, банковский счет входит во внутренний мир? Как мысль. Мысль. Мысль входит, а счет? Виртуально. Но если человек только об счете банковском и думает, да, то как-то тогда этот элемент внешнего множества, банковский счет, соотносится с внутренним элементом внутреннего множества. И тогда, помимо того, что сказал Иван, входит, не входит. Да? То есть включено, не включено что-то во внутренний или во внешний мир. И мы тогда четко понимаем, да, что то, что вот включено во множество 1, не включено во множество 2. Включение, как там в математике это обозначается? Кванта включения, да? Применительно к элементам таких множеств применяется, но можно эти множества еще соотносить друг с другом. И тогда устанавливается соответствие. Например, банковскому счету переживанию. Банковский счет вовне, а переживание или мысль о банковском счете внутри. И мы устанавливаем тогда связи и отношения между двумя этими множествами. И так ведь можно описывать. И граница никакая не нужна, и никакой границы нет. Ну, можно, але все-таки по великому рахунку, так внешность и внутренность это просто такой нейминг, ці проодночный, потому что таким же поспехом можно назвать внутренний и внешним. Я называю свой внутренний свет внешним, а внешний внутренним. И что? Ну, так как мы можем так спокойно поменять, значит, это просто x1 и x2, правильно? А не Нет, про некие... Подожди. Вот, а как это можно так просто поменять? Ну так выше или такую категорию внутреннего и внешнего, якую... Так я ее ввел навсегда. На каком-то этапе нельзя уже. Я ее ввел навсегда. Внутренний мир это внутренний мир. Так, а внутренний это отсылка до там, психо... Нет, никакой отсылки к психо нет. Все зависит от докладчика. Так, а что... Тебя могли назвать Николаем при рождении? Ну, могли... И ты был бы Николаем, Ну, а не Евгеном. Навсегда. Ну? Так, з іменем гэта... Ну, все зразумела. Ну. Але там, я ж мог народиться девчонкой. И тогда это было клише. Это был бы не ты. Ну да, так я вот и про... Нет, обрати внимание, если бы ты народился девчонкой, ты не был бы ни Евгеном, ни Николаем. Вот. Ты мог бы быть Евгений. Так это про гэта ж питание. Что? Подожди. Вот, блин. Ты понимаешь разницу между девочкой и Николаем? Да, что первым это про назву, а другое это про, ну, таки, про сутность. Ну, конечно. Ну, так як я и питаю, внутренности и внешности это назва, ці это про апелляцию до сутности? Какой-то там ці взаимоотношения поміж этим. Слушай, никакой сутности пока. Особенно, когда мы говорим про множество. Нету. Так это просто нейминг, по великому рахунку, там, коли б ніхто інший був би докладчиком, то можна було назвати той, що внутрі кружка. Нет! Чому ні? Когда
Ну потому что это внутреннее и внешнее. Это категориальная оппозиция. То, что внешнее, не бывает внутренним. Холодное никогда не бывает горячим. Мы же можем взять, допустим, не знаю, вот шар для боулинга, да? Ну, У него есть там дырка такая. И вот вы видите, что вы внутри шара для боулинга. Ну. Вы глядите, и все, что как бы вот вся простора бесконца, якая вокруг но вас. ты понимаешь, она что внутренняя. шар для боулинга один. Один. И что? И никаких шариков внутри нету. И по отношению к шарику для боулинга не годится второе представление границы, а годится только первое. И тогда дырочка для пальчика, а, Ну да. это внешнее. Ну, Ну, так я кажу, значит, коли взять этот приклад, то мы можем назвать вот, этот кружок знешним. нет. Чему? Ну потому что это навсегда. Категориальные оппозиции, они потому и категориальны. Оппозиция Они она категоричны. Так оппозиция и застается, а или просто она меняется местами. Да нет, они не могут поменяться местами. Никогда. Идеальное и материальное. Никогда идеальное не становится материальным, материальное идеальным. А это категориальная оппозиция. В этом смысл категориальных оппозиций. Так, смотри, коли по межі, допустим, нема зовсім межи, тобто это у нашей прямой границы 2, такая нам розница, где что? Но это два разных множества. Розные, да, а позиция есть, да. А где якой находится, как бы, ну, Видите, объясните мне, чего не понимает Евген. Наверное, с этим мы сталкиваемся на методологических семинарах на его докладах. Чего я не понимаю в том, что говорит Евген? Да. Краткое. замечание интерпретации. Да, интерпретация, может быть, тебе поможет в данном случае. У нас сейчас есть знак, и мы коллективно создаем для него означаемое. И мы используем вот эти конкретные два слова, потому что в лингвистике, за счет того, как сложилась лингвистика до этого, они дают тебе то конкретное понимание пространственных отношений, внутренние и внешние. Если бы когда-то вот эти сочетания букв сложились наоборот, что внутренним бы обозначали внешнее, внешнее внутренним, использовали бы так, как ты сейчас предлагаешь. Ну, для меня, вот, коли про що ти кажеш, про те, що склалося, внутрішнє, знешнє, это хоче ссылка в включенности. Что типа вот, я не знаю, вот мой двор, как бы, не знаю, там, вот, не знаю, подворок. Это типа вот внутренняя территория, а все, что там, это внешнее. Ну да. Граница один. Ну да. Тогда как бы понятно, что, але коли у терміна, как бы, там, внутреннее и внешнее свету, які, в принципе, ну, не мають ніякої межі, нам... Подожди. Во-первых, мы не договорились, что там нет межи. Мы только говорили, что если природа этих двух пространств, которые изображены здесь, да, это теоретика множественная природа, что там шарики без цвета, запаха и формы, или числа, то тогда никакой границы нету. Вот эта штука, да, есть несуществующее, а только то, что позволяет нам различать внешнее и внутреннее. Ее нет. Но как только мы посмотрим на эти два пространства иначе, не через теорию множеств, а через вещественное наполнение этих пространств, там сразу же появится граница как нечто другое. В первом смысле этого слова. И это не произвол. Захотели так, захотели сяк. Если мы захочем иначе, нам надо будет все начать сначала. Рассуждение кончается. Все потеряно. Мысли нет. Я, ну, коли починать з самого початку, то, в принципе, з самого початку можна було б наоборот робити. Ну, і просто по-іншому прозворочило все, але, в принципе, Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что категории внутреннего и внешнего придумал не я. Так, ну, Они есть в языке. тобто це апеляція до, ну, До того, что есть. так,
используешь категорию в языке, Если я ты это пишешь расшифровать. коннотации, когда тебе говорят внутреннее, у тебя возникают означаемые Коннотации в твоей голове, что психологичные, типа там просто твое Вот смотри, тебе сенсорное. говорят Маша, и ты понимаешь, что это имя женское. У тебя возникает означаемое в голове, исходя из твоего опыта. Ну, смотрите, коли отвлекаюсь внутренне и внешне, у меня возникают коннотации. Там Да. подворок, там внутренний свет, там, я не знаю, какой-нибудь там подводный свет, бла-бла. Возникают коннотации, и все. Это Да. Зачем тебе використовуючи стараться? эти коннотации, только могу никунуть картину. Это все прогресс. Вот И смотри, тому- и выбрось это все нахуй, то, что у тебя там возникает. Ну, выкинул. А тут кто-то Как только ты выкинул это, да, что у тебя осталось? Пустота. Ну, вот отлично, мы с этим и начинаем работать. Эта пустота уже заполнена, и в этой пустоте есть 3 сущности. Всего лишь 3 сущности. Все, что у тебя в это время вертится в голове, это барахло, которое не имеет никакого значения для нашей коммуникации и мышления. Так, коли я все выкинул, то як я могу выстроить односины поміж категории внутренней, которые из внешнего, коли их бы не... Подожди, но мы признали на этом этапе разговора, что весь мир делится ровно на 2 части, на 2 пространства. Внутреннее и внешнее. Что-то является внешним, а что-то внутренним. И наоборот не бывает. Вот, как мы кажем, что их 2, ну, коли все-таки расшифровывать ваши бы, там, тексты, их знаки, мы покажем, что их, ну, как минимум 2 просто внутренние и внешние, и на их там делится. Да. Ну, вот из того, что вы сказали, коли это покласть на доску, то вот этих 2 тезисов недостатково, как покласть нечто у центра, и это не было, не в центр, а внутрь кружка, и это не было произволом. Ну, конечно, нет. Ну, это я и питаю, що ще який тезис є, який не допирається, ви не сказали, то есть, что, ну, дозволяет нам сказать, что внутри это внутреннее, а не внутри там это внешнее, внутри кружка. Блин, Я я понял, не що- понимаю. Мені подається, якби питання єдине таке. Чим відрізняється? Ось такое і ось такое. Не совсем так. Коли гэта якби фармальныя назвы, мы кажем, что верх-низ это не топологичное, там верх не топологичный низ. Что это? А можно сказать, что это просто там А это Б. Так само мы можем сказать, тут это А это Б. Чему это разные схемы? Ну так, коли формально. Ну, потому что вот это изображает алгебраически безразличное пространство между собой, а эти различаются в категориальной оппозиции, которая уже задана, и от нее нельзя отступить. Но Ямген говорит, что это мы задали. Точно так же Послушай, кто такие мы? Ну вот мы сейчас стоящие перед доской. Не, подождите, еще раз тогда. Вот смотри, чего я что-то не понимаю фундаментального, да? Ну вот вы сами сказали, что разделив пространство, мы не имеем права сказать, что что-то верхнее, а что-то нижнее. Но потом проделываете тот же самый фокус, говоря, что что-то внутреннее, а что-то внешнее. Почему мы не могли сказать верх и низ, а внутри и снаружи можем сказать? Это разные категории разного. Конечно, разного, но сравнимы по Они не тому, сравнимы. что и то, и другое Нет, категория. если мы формально размышляем, то почему не сравним? Нет, если- Сравним. Несравнимо. То есть, например, тебе нарисовали... Если мы говорим про геометрические там фигуры... Нет, геометрию мы не говорим. Послушай, мы говорим вообще, да, почти как в геометрии, только не в геометрии, но в математике точно. Да? Если мы говорим, что, скажем, возьмем формулу какую-то, да? Например, ax больше, чем 5y. Да? Ну, зарисовку такую сделали, да? А потом говорим, ай, давайте мы лучше вот так вот изобразим.
Можем так изобразить? Совсем не знаю. Ну да. А это что тогда? Что-то я не разумею. Y, Z. Это уже не существует, это стерто с доски. Ну, Ну. И тогда мы пользуемся какими-то другими, совершенно другими знаками, и от этого дальше, да, зависит то, как мы будем с этим работать. Но поменять вот эти вот вещи на несуществующие мы не можем уже. Мы сделали шаг, и этот шаг нас обязывает к чему-то. Он уже действителен. В противном случае, как бы, это все не считается. Тогда надо опять опустошать всю доску и все. И там рисовать совершенно другие вещи. Мне кажется, вопрос Евгена был про то, вот этот первый шаг, который мы сделали, это был произвол или он был обоснован каким-то формальным правилом? Да, мне тоже кажется, что это вопрос вот про первый шаг. Первый шаг был произвольный, конечно. Ты удовлетворен, Евген? ну, коли так, то окей. Что? А что коли так? Ну, только коли это И выбрать. после этого, когда шаг сделан, поменять внешние и внутренние нельзя Ну, местами. да, нет, так питання було, що коли вернуться до першого крока, то в принципі, ну я ж казав, питав это. Коли вернуться на перший крок, то в принципе, будучи в моменте произвола, можно было обозвать, ну там, назвать то, что вот там, Нельзя. это ж произвол. Нельзя. Тогда это не произвол. Произвол. Подождите, смотрите. Если у нас есть два мира, мы можем опять внутренний мир, внешний мир брать? Послушайте, вот если у нас есть два мира, Тогда мы друг друга не то это могут быть какие угодно миры. Но это совершенно другая схема. Совершенно другая схема. Вот в той схеме там безразлично вверх, низ и так далее, и так далее. Она для этого и делается, чтобы не было разницы, и чтобы их можно было менять местами. А вот эта схема делалась, и мы объясняли это и двигались, для того, чтобы обозначить категориальную оппозицию. Внешнее и внутреннее. Категориальная оппозиция внешнее и внутреннее не принадлежит нам. Ни мне, ни тебе. Первый шаг разный, понимаешь? Подожди, Первый шаг разный. она есть в языке. Там первый шаг это деление. А у меня вопрос. А здесь первый шаг, вот тут уже деление, но на внешнее и внутреннее. То есть разный тип деления. Так вот эта категория, не принадлежащая нам, ну, Схемы Идеи. тоже нам не принадлежат. так идеи корней вообще, ну, тут, я как бы копаться до сущности. Ну, представим, что как бы, там, не знаю, прилетели инопланетяники, не разумеют, что не снизу, там еще внешне. Вот я ему сказать. Нет, ну как Ну ты инопланетянин, я поэтому и не понимаю тебя совершенно. есть чистая доска. Ну, Потом какой ты шаг делаешь? Если ты просто делишь надвое, то это вот по этой прямой. Если ты выделяешь внешнее и внутреннее, то это по кружку. так это просто, Если ты уже сделал по кружку шаг, то ты не можешь к этой прямой его там как-то конвертировать. Просто Евген хочет сделать по кружку, но чтобы внутри было внешнее. Вот я так понял. Ну что за глупость? Вот я этой глупости не понимаю. Хоть вы убейте, блин. Ну вот тогда вопрос к Евгену, зачем он так хочет сделать? То есть, Не, ну понимаешь, это настолько глупо само по себе, что это выводит меня из себя. так мы ж не про, мы же со знаками разбираемся. И значит, Конечно, но знаки существуют. Они непроизвольны. Они являются такими же объективными вещами, как стулья,
Инопланетяне, блин, если они существуют, и мы только не знакомы и так далее. Нельзя так со знаками. Ну, так знаки, и, може, объективны, а змест, які ми якби у знаки укладаем. Мы его познаем и восстанавливаем. Никуда мы ни в какую задницу змест не вкладаем просто так. Никакого волюнтаризма здесь нет. Мышление законодательствует. Точно так же, как законодательствует язык, который не является твоей этой самой собственностью. Внешнее – это внешнее, внутреннее – это внутреннее. И мир повторяет структуру языка. Мир повторяет структуру знаков, которые появляются на доске. Мы можем тогда сказать, что вот гэта, ну, тут приведите приклад ваш з интерпретации, не интерпретации, а метафоры для зроку. То есть, что вот есть зрок, как бы есть и метафора фотоаппарат. И мы скажем, что вот эта схема, в некотором сенсе, это такая типа, есть некие там коннотации до опыта там, человека. Нет никаких коннотаций до опыта человека. Это мир. Мы рисуем мир, как он есть. Да. Представим, что мы рисовали кружок на пространстве, ну, то, что у нас есть сейчас в основной схеме, и сказали, одно из этих пространств называется А, второе называется Б. И спросили, какое из них какое? То есть там нету какой-то, у нас нету основания назвать, что конкретно сказать, что вот это то, что внутри это А снаружи это Б. Когда вы говорите, что вот у нас есть схема, одно из них внутреннее, другое внешнее, вы можете сразу определить, просто потому что у вас есть... Ну, конечно, ведь когда я говорю внутреннее и внешнее, мы сейчас пытаемся определить, это не А и что Б. эти две схемы, где А и Б, и внутреннее и внешнее, это две разные схемы. Конечно. Ну, Абсолютно разные, и миры разные. то есть мы намеренно используем то, что содержится в языке. Поэтому ты не можешь сейчас взять и переназвать. Потому что нам нужно это означаемое. Мы Так, не смотрите, мы используем. ж разбираемся со знаками, и значит, якби мы повинны разуметь, як оно працує, як оно устроено. Правильно? Да. Как это задача. Да. Коли мы хотим уметь предметы. И вот мне насекает, что мы называем внутреннее внутренним, внешним внешним, потому что это есть в языке. Это вообще правомерно, так сказать? Конечно. Что это значит? Это знак это знак такой, языка. объективный знак. Знак? Внутреннее и внешнее – это знак. Это Окей. такая категориальная позиция, это такой знак. Окей. И мир этому знаку подчиняется. Окей, есть знак, тут поки що зрозуміло. И? И дальше он обязывает, как только вы вводите какой-то знак, любой знак очень сложно устроен. Я отталкивался от очень простой вещи. Обратите внимание, на простой вещи, как только на пустой доске появилась вот эта хрень, мы сразу опознали, что это что-то сложное. Сложное, и Николай выделил там два. Потом стали разбираться с двумями, обнаружилось, что там три. Как только обнаружилось три, появилось множество интерпретаций того, чем являются это и это. Да? И все это уже, да, нельзя повернуть назад. Потому что это внутреннее, это внешнее. Прочесть, проинтерпретировать, понять их можно по-разному. Но повернуть назад нельзя. Ну, окей, это паралельная постановка. Як ми з мови внешне достаємо, якби, от, таке, внешне, внутреннее, это категория, чи что это? Внешний мир? Нет, внешнее и внутреннее, то, что мы достали из мовы. Это что? Подожди. Мова – это внешний мир. Язык существует. Язык над нами давлеет, владеет нами. И мы, блин, да, пижоны, не имеем возможности что-то в языке, схем, знаков и так далее изменить. Ну ладно, скажу. Вы когда малевали эту схему, называли внутренней и внешней. У вас там на экране свідомості была некая штука с мовой. И тому именно так вы назвали внутренней и внешней, правильно?
Ну, можно А и Б Так, назвать. я, кажется, Я не понимаю, что я, ты кажется, хочешь. понял. Я, кажется, понял, что Евген не понимает. Значит, это не схема, Евген. Это знак. Он существует объективно. И мы разбираемся, что этот знак значит. А не просто рисуем произвольную схемку, как ты себе подумал. Разница есть между схемой и знаком. Мы сейчас разбираемся со знаками. И вот вспомни начало там. Мы сейчас будем разбираться с каким-то знаком. Он уже существует, и мы его познаем сейчас. И мы не можем произвольно ему там говорить, это, ну, менять там, как ты хочешь, переназначать. Это не схема. Еще раз, это знак, существующий объективно. Ну, коли И- все, что я вам сказал, это можно сгодиться, тогда и все. А что он сказал еще раз, повтори мне, для особо тупого? Ну, ён кажа, што калі тое, што вы зрабілі першым крокам, гэта было не ўвядзенне схемы, якую вы самі напаўнялі, а вы вывалілі знак, з якім мы пачалі разбірацца, а значит знак там уже нейкі сэнс, там, ну, то бок, нешта напоўненае сэнсам. Тады гэта адна гісторыя. Калі вы навалі нешта і пачалі яе напаўняць, это другая гісторыя. І калі мы напаўняем, то мы можем напаўняць по-рознаму. А, Б, Б, А, там, не робіць. А калі мы... Нет, не можем. Нет, ну, Мы не можем этого делать, понимаешь? Вот если я еще раз, со знаками уметь надо работать. Вот я вот эту картинку, помните? Вот это была у меня первая штука для рассуждения, да? Вторая, третья, четвертая. Была вот четвертая штука. Так, что вот это? Есть знак. Что это? Или 0, или О, или что-то там. Подожди, или 0, или О. Мы не знаем до поры до времени, мы можем выяснить. Можем выяснить. Я нарисовал букву О. Да? Всё, это буква О, выяснили. Скажите, пожалуйста, могу я на букву О помножить М танков? А Евген хочет помножить. Так, тогда давайте разберемся, а чим схема розница знака. Вот этим, схема это тоже знак. Ну, окей, схема это так само знак. Все в этом мире это знаки. Все. Тобок. А что мы еще можем сказать про знак? То, что Я знак, даже не это знаю. знак. Он означает только то, что он означает. И ничего другого. Тобок знак это засюди нечто наполненное сенсом. Ну, тобок колено. Нет. Знак это просто знак. Он означает мир. Со знаками нельзя обходиться произвольно. Еще можем сказать. Есть ну, там, как ограничения, да, или правила, по которым Когда ты пытаешься ввести свою схему, ты должен помнить, что те полосочки, кружочки, которые ты используешь, они несут в себе знаки. Поэтому их тоже нельзя использовать просто. И за них можно убить. За них стоит. И как это? Достойно умереть. Так, а какие там вообще есть, например, операции со знаками? Операции бывают допустимые и недопустимые. Ну, И самое как бы важное, да, дисциплина мышления, ума, чтения, оперирования, пользоваться только допустимыми операциями. Если мы решили, установили, договорились, что это буква О, то ее нельзя складывать, ее нельзя приписывать там, к единице и так далее. Да? С ней можно делать только то, что можно делать с буквой О. Вставлять ее, например, в виде пропущенной буквы в слове код. Но если мы договорились, что это 0, и поняли, что это 0 нарисовано, а это знак 0, то тогда с ним тоже нельзя делать все, что угодно. Ну, например, нельзя делить на 0. Умножать можно, а делить нельзя. И так с каждым знаком. С ними что-то можно, что-то допустимо, и чего-то недопустимо. Так, ну окей, это такое, то есть, что закладено уже
у самої розшифровки знака. А тоді які є метаоперації над знаками? Какие метаоперации? Ну, це- Так, а мы сейчас должны в это как бы идти? Ну, ну, Зачем тебе это надо? Сейчас вот какие метаоперации? Ну, це якби повинно лепей дать картину того, что якби знак. Ну, я не знаю, что лепить, потому что мы вот с этим простейшим знаком не разобрались еще. Ну, ми розбираємося якби на прикладі. А... Нет. Вот, слушай, говорение отвратительно. На каких прикладах мы разбираемся? Никаких прикладов. Как только возникло по уставу приклад мембраны, да, Николай завопил. Причем тут мембрана? Не будем мы разбираться с мембраной. И это правильно. Это было из примеров. Значит, к сути дела отношения не имеет. Не, ну знак-то конкретный. Абсолютно конкретный. Любой знак абсолютно конкретен. Ну, а я хочу і питаю, може це не зараз, ніяких наступних буде сходках, ну, тобто, ті є які ті схеми, то схеми якби їх уводять. Это типа такая операция, какая, в принципе, Ну, конечно, схема – это сложный знак. Да. Я работаю сейчас с простейшим, очень простым знаком, с очень простой схемой, и она еще не введена. Да. А к тому, что, ну, есть некие операции, метаоперации, які якби ті стандартні, які можна робити з усіма знаками. Наприклад, наповнення некого знака там сенсом, типа, не знаю, обнуление сенса, или еще что-нибудь. Ну, Подожди. Это можно делать с доской. А как только на доске появился знак, то он уже знак. Какое обнуление? Доску ты можешь обнулить, стереть знак. И все. тобто знак ми можемо використовувати там, в комунікації, да? Ми можемо інтерпретувати його. Да. Можем руководствоваться им, можем еще что-нибудь такое. Можем вообще не знать. Если ты заехал под кирпич, то тебя штрафуют, посадят в тюрьму. И это правильно. Ну, тобто є некий такий список таких, конечний список таких речей, які можна робити зі знаками. Послушай, у тебя есть словарь, в котором описан весь мир. Все животные, все звезды и так далее. Нет. А почему ты требуешь того же самого от мира знаков? Ну, а на что мы вообще разбираемся со знаками? Чтобы уметь работать, уметь читать, уметь писать, уметь строить схемы. Ну, вот вы прямо зараз, там, хотите читать, писать, строить схему, чтобы Ну, конечно. Вот зачем люди в детстве учат буквы? Ну вот, Что вот? читать, писать. Чтобы осваивать мир. Учат буквы они для того, чтобы осваивать мир. И из букв можно сложить любое слово. Есть метаоперации в этом месте? Есть правило оперирования буквами. Из букв можно сложить любое слово. Любое слово описывает мир. Можно читать по буквам весь мир. А можно не уметь этого делать. Ну, И никогда не научиться. с мовами это простей. Потому что там Что значит простей? Что значит простей? Я не понимаю, куда ты ломишься, Евген? Ты получил ответ на свой вопрос? И ты просто Я говорю, простейшие вещи. новые вопросы, Да. и мы куда-то Ну, уходим. окей, я разобрался. С чем ты разобрался? С тем, что знаки, со знаками не грабить все, что завгодно. Это знаки и схемы это не одно и то же.
знак это ключевик. Что знаки и схемы это одно и то же. Почему нет? Это сложный знак, это простой знак. Схема это сложный знак. Вот буква это знак, знак. А слово, которое состоит из букв, это знак, знак. Но чтобы составлять слова, нужно как бы правило сочленения букв делать и знать. Да? Ну да. Вот что есть некие правила. И смотри, какая штука. Все правила говорят о том, чего нельзя делать. А вот что можно, надо выяснять. Для этого человеку дадено мышление, чтобы выяснять, чего можно, поскольку он может знать, чего нельзя. И это неравные вещи между собой. Потому что то, что нельзя, то нельзя, а что можно, хрен его знает. Особенно, когда мы имеем дело со знаками, которые видим первый раз. Вот этот знак ты видишь первый раз. Я его первый раз рисую. Для нас еще, например, не знак вовсе. Ой, почему же, Настя? Мы уже много-много всего выяснили про это. Что, например, я могу за этим кружочком предполагать длинное предложение. Но для всех остальных этот знак не состоится. И для вас он не должен быть таковым. Никаких длинных предложений пока. В начале нашего занятия у нас такого означало, еще не было. Сейчас мы его ввели. Да. Кое-что мы уже ввели туда. И мы даже кое в чем разбираемся. Да? И вот мы говорим, мы можем читать, это допустимо, как выясняется, читать этот знак в теоретико-множественном контексте или в тексте, помещать это в теоретико-множественном контексте. Соответственно, и в текст. Да? А можем как-то иначе, в онтологическом контексте это читать. И это будут разные чтения. У меня вопрос. Вот как читается вот эта буква? Хрен его знает, как она читается. Пока мы не выяснили, например, слово, в которое это вставляется. Вот как только оно вставлено вот в такое слово, как оно читается? Правильно, оно читается вот так. Буква О, и ничего другого в букве О нету, кроме буквы О. Но чтобы выяснить смысл, чтение, звук этой буквы, ее надо поставить в контекст. То есть в данном случае в слово. Но слово надо нарисовать. Пока мы выясняем, как бы, да, само по себе, что это, да? Ноль, О, там и так далее, и так далее. Дальше мы будем выяснять, например, такие вещи. Вот, скажем, в белорусской мове не принято двойные буквы ставить, да, подряд, две буквы, а три. Есть такие слова. Ну да, вот если не О, там, например, может и вот есть такие, да? Длинношее. Ну, русское слово, но тем не менее, как бы, да, там есть три подряд буквы. Чехи там гордятся. Вот у нас нельзя там из одних согласных построить слово. В чешском языке такое бывает, там, и так далее. Да? То есть разные контексты, разные эти самые применения. Мы много чего вообще можем потом выяснить. Да? Но только тогда, когда мы сначала вообще разобрались со знаком. Но торопиться не надо, медленно-медленно двигаться. И чем сложнее знак, тем медленнее должно быть движение. На этом базируется все мышление. Но при этом, если мы все делаем правильно, шаг за шагом, мы приходим к точным выводам. Тот, кто пропускает ходы, шаги в этом рассуждении, приходит к неверным выводам. Или вообще ни к чему не приходит.
И для него все равно, что внешнее, что внутреннее там, и так далее. Никакой категоричности. Нет, как раз вопрос внешнего. Но точнее. Ну подождите, Почему? к чему точнее? Ну вот мы про внешнее и внутреннее разбирались, хотел вернуться к этому. Ну. Там, вот подумал. Если у нас между вот на этой схеме граница типа 2, они связаны, как вы говорили, там внутренний или внешний мир, которые по сути не имеют границ. Если до того момента, пока мы вот не кладем никакого содержания, то есть мы, в принципе, можем разместить одно и второе, как бы, что внешнее, что внутреннее. То есть внутри кружка, что снаружи, они не имеют границ. Или мы тоже не можем такой играть? Еще раз, ничего не понял. Как объяснить? Про теоретико-множественное представление внутреннего и внешнего мы разобрались? Мы поняли, что там возможно отношение включенности во множество или не включенности, да? И никак не наоборот, и не это самое, не взад-вперед. Либо включено, либо не включено. То, что внутри, то, что вовне, то вовне. Наоборот, не бывает. Если я сожрал этот фломастер, он поместился вовнутрь? Ну, Нет. Смотрите, да, я понимаю, что я вот, допустим, я могу нарисовать на этой схеме, вот если мы говорим про внутренний или внешний мир, да. Я могу внутренний мир нарисовать вне кружка. Ну, если, могу ли я это сделать, если у нас граница типа 2? Нет. Давай разбираться. То есть граница типа 2 это вот здесь. Да? Здесь. Вот здесь есть внешние и внутренние два множества. Да? Мы их развели два множества. Между ними нет контакта. Да? И в этом смысле нет того, что проникает из одного в другое. Да? Мы выяснили там два отношения. Пока остановимся на двух отношениях. То есть у нас на первой схеме основной у нас граница только типа 1. Сейчас подожди. Еще раз, где что? На основной схеме. На основной схеме мы не знаем. Мы же как раз и выясняем, что вот это за хрень зелененькая. Ну вот и собственно. И это может быть границей 1, а может быть границей 2. Если мы трактуем то, что здесь и то, что здесь, как внешнее и внутреннее множество, то тогда граница 1 быть не может. Да? А что может? Вот это вот между этим, вот это вот что такое? Какое-то пространство. Где Какая-то среда, какое-то еще, да? То есть то, что не наполняется и про что ничего не говорится. Ничего не говорится. Если мы имеем множество стульев, да, в этой комнате и множество людей в этой комнате, два множества, какие между ними границы? Никаких. А почему мы вообще можем говорить об этих множествах? Стульев и людей. Только потому, что они в комнате. А что такое комната? А хрен его знает, она нас не колышет. Мы говорим о двух множествах. И говорим, что множество стульев включает в себя n стульев, а множество людей n людей. И некоторые люди сидят на некоторых стульях. Но границы между ними нет никакой. И вообще бессмысленно говорить о границах. Да? Вот она как бы, вот это про то, что мы говорим. Теперь, а по-другому быть может? По-другому с чем? С этим. Вот с этой схемой. С этим знаком. Может, то есть мы рассматриваем, когда у нас граница 1 тогда. И мы даже знаем, через что мы можем рассмотреть по-иному. Да? У нас было слово элемент. Итак, мы отбрасываем теперь. Больше не говорим про множество. И про элементы множества не говорим. Мы говорим про другие элементы. Какими должны быть другие элементы, чтобы мы заговорили о границе между внутренним миром и внешним?
должно быть несколько. Ну да, но это должны быть какие-то содержательно наполненные элементы. Числа, они формальны. Да? Поэтому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 людей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 стульев. 8 людей, 16 стульев. Во сколько раз количество стульев больше количества людей? Если их 16, то в 2 раза. Да? Мы можем сравнивать стулья и людей? Человек, это звучит гордо, а это воровство какое-то. По количеству можно. Ну, конечно. Ну, тогда нам плевать на то, что у Николая Шуркевича бессмертная душа. Она страдает за то, что, у нее счет в банке, это самое тает на глазах. И так далее, и так далее. Нам на это плевать. Мы взяли и поделили количество этих самых стульев на количество Шуркевичей. Никакой границы и так далее. Но как только нам не плевать на Шуркевича, и нам важно, что он страдает и переживает за свой банковский счет, мы имеем дело совершенно с другими пространствами. Другими. Их уже нельзя делить. И уже количество стульев ни при каких условиях не может быть больше одного единственного Шуркевича. Конечно, не хватит. Я не понимаю, почему вы не так объясняете. Я объясняю, Эмоционально. я кипячусь. Я понимаю прекрасно о том, просто я уточнил один вопрос, но, собственно, мне кажется, что не совсем вы его поняли, или я плохо его объяснил. Как бы и всего. А то, что вы объясняли Евгению, я как бы это понимал. Нет, так меня Евген выбесил, да, как бы, да, и ты продолжаешь это делать. Да. Давайте, я уже пытался своим вопросом продолжить наше рассуждение до Евгения, но что-то не очень получается. Ну давай. Итак, чем мы сейчас занимаемся? Познаем, что есть знак. И вот, в частности, вот тот знак, который был нарисован онтологически. Мы выяснили, что есть три каких-то, скажем, элемента. То есть есть что внешнее и внутреннее, есть границы. Начали разбираться, что границы все-таки могут быть двух типов. На нашем знаке это, скорее всего, граница типа 1. Да нет. Мы сказали, что Знаете, есть... неизвестно какая. Да. Ну, неизвестно, но, когда, будет но мы известно. можем разбираться с этим. Если мы ввели понятие границы 2, тогда у нас эта схема вот дополнительно типа 2. Да, В нашей схеме- Значит, это не В совсем нашей то. схеме Значит, это схема... может быть и та граница, в зависимости от того, что у нас будет. Ну да, конкретно мы уже в это... этих пространствах. Теперь следующий шаг какой? Мы прощупали, что это не граница 2, а значит... это- Не, подожди, Нет, с мы какой определили, стати? что в пространствах. Мы так и не сказали. Хорошо, что на это каком просто- этапе мы остановились? Мы остановились на том, что возможно и то, и другое. Но нужно что-то положить. Но при этом про теоретика множественное мы что-то разобрали, про это поняли. Даже поняли, как соотносятся между собой эти два множества. Да? Ну или как, что с ними можно делать? Включать, выключать. Да? И ставить в соответствие друг другу элементы одного множества, элементы другого множества. Ну и хватит с этого. Мы пока это отложили в сторону, но не отбрасываем никуда. Это в схеме есть. Хорошо. А что там еще есть? Вот элемент. Введена категория элемента, и это не совсем... Вот как только появилась категория элементов, да, там та же самая фигня возникает, что и с границей. У нас две границы, но и элементов тоже два. Вот элементы теории множества – это одни элементы, они никак содержательно не наполнены. Им достаточно счетности. Элемент в смысле... А вот когда мы говорим про стул, я уже говорил, что элементом стула является спинка. Да? Сколько элементов в стуле? Ну, да, это много. И обрати внимание, совершенно не важно, сколько их. На самом деле, не важно, сколько их. Потому что стул может быть разборный на множество разных, множество, не теоретика множества, да, элементов. Может быть цельная спинка, а может быть сборная. Да? Вот здесь спинка пластмассовая, а здесь
комбинированная. Но спинка есть спинка. Есть два элемента. Внешний, нечто внешнее, нечто внешнее. Стул и не стул. Да, ну как бы, ну наше знание. То есть внутренние элементы и внешние элементы. Элементы структуры и элементы множества – это разные элементы. Элементы структуры обязаны быть наполнены содержанием и не обязаны быть счетом. И с ними работают по-разному. Поэтому мы говорим про внешнее и внутреннее как про множество одним образом, а вот как только мы говорим, что внутреннее – это память, воображение, фантазия. Сколько элементов внутри? Ну, хрен его знает. Как со спинкой в разных стульях. Да? Но главное, что они каждый отличаются друг от друга и имеют содержательное наполнение, должны иметь содержательное наполнение. Поэтому тайфун, самолет – это во внешнем мире. Там существуют звезды и всякая хрень, да? Животные, зайчики или там козлики. Вот уже содержательно наполняется. Вы уже содержательно наполняете внешний мир. Ну, конечно. Ну, Ну, конечно. И как только там есть вот это что-то содержательно наполненное веществом, материей, свойствами, отношениями, между этими пространствами должна быть граница, которая отличается вот этими вещами, как бы, да, контактностью и разделительностью. Тогда через эту границу может что-то проникать, оттуда одно, туда другое. И тогда как бы мы имеем не просто вот знак отделения, а некую самостоятельную структуру границы. И тогда ее можно обсуждать уже тоже содержательно. Граница как мембрана, например, там, или еще что-нибудь. Начинать ее изучать. Каким-то образом. Понятно ли до сих пор? ну, понятно, да. И как только мы понимаем, что в зависимости от полагания, да, схема, знак обязывает к одним вещам, и мы обязаны эти вещи сделать и учитывать. Но дальше, в зависимости от интерпретации того, к чему обязывает схема, мы можем получать совершенно разное содержание и совершенно разные операции делать. Но не произвольные, опять же. Нельзя делать содержательной, структурной схемой, состоящей из вещественных каких-то объектов, то, что мы делаем с множествами, но и нельзя с множествами делать то, что мы делаем с вещественными какими-то схемами. Поэтому для теоретика множественных вещей совершенно не обязательно знать там цвет и свойства стульев, которые мы делим на количество людей. Но точно так же, когда мы разбираемся с количеством элементов в стуле, мы никогда не можем посчитать эти элементы. Они несчетны. Есть критерии элемента? Да. Элемент является в данном случае как бы производной от структуры. От функции. То есть, если мы введем критерий элемента, то мы можем, ну, например, вы скажете, вот конкретный стул, нам нужно знать количество атомов. Мы можем физически взять их и посчитать.
Но если спросить просто сколько элементов, мы не знаем критерий элементов. Ну да. То, что можно руками Да. раскрутить или там разбить. Да. Может ли он еще что-то больше знать про этот знак и без вдавания в подробности? Следующий вопрос. Ну, то есть ты задаешь вопрос, можно ли что-то узнать про этот знак? А мы... У нас знак онтологически положен, поэтому, собственно, Да. Нет, Я к тому, что что мы... это? ну, Здесь же нет какого-то идеального, вот именно как идеальной формы вот этого знака, что у него есть конкретное, означаемое, то идеальное, к которому мы стремимся. Мы просто берем одну из интерпретаций того, что нарисовано на доске. я не говорю, что есть. Ну, просто спрашиваю вопрос, а что мы можем про него узнать? Скорее, что мы можем, вот еще какие означаемые мы можем там найти. Ну, мы выбрали, что это не допустить попало, в нем. что- И да. как раз не про мир, потому что если бы был про мир, то я бы про содержательное что-то говорил. Ну, пока, наверное, Ну, я бы, вот смотри, все, что мы можем узнать про знак, заложено в знаке. Мы можем раскрыть это. Ну, в смысле, Да. что мы можем раскрыть? Раскрыть. Да, я понимаю. Ну, вот что мы можем раскрыть при... Давай опишем. Опишем этот знак, который мы там имели, да, уже в категориях, в контекстах, которые мы уже имеем. А вот можно тут остановиться на секунду, вот вы кажете, все, что мы можем доведаться про знак, закладено в самим знаку, да? Да. І тоді по великому рахунку, чому виникають там всякі ситуації, коли там знайшли там які там, вузелковая какая письменность, да? Ну, И не могут расшифровать. Ну, Типа знак есть, а доведаться, как бы, что к этому не можем. ну, это не наш знак. То есть знак существует без нас. Мы просто не видим в этом знак. Ну, тебе написали что-нибудь Брумина, Ты ты не прочитаешь. Для кого-то это знак. ты тоже, ты знаешь, что это знак, но ты его не знаешь правила чтения этого знака. Еще что-то. То есть не от тебя зависит, есть ли знак сам по себе. Для кого-то он состоялся. То есть собака услышала звук вот этот Тобто ультразвуковой, ми а ты через нет. разного знаку ті зможемо достати цей сенс, залежить від того, чи оперируем в этой знаковой системе. Нет. Чистил. Язык овладевает человеком. Если в языке есть категориальная позиция, внутренняя и внешняя, то от того, что ты, балбес, ни хрена не понимаешь про внутреннее и внешнее, это не означает, что этого нет в этой оппозиции. Просто к тебе это никакого отношения не имеет. Ты тут ни при чем. Ты вообще говно напал. Понимаешь? Тоді, смотрите, коли ми розбираємося з метапредметом, то є сенс, ну, якби, ну, вот есть мова, есть слово, есть знаки, есть якби той, ну, где она летает и не знает, как сказать. Язык. Ну, а чому ми тоді не кажемо, якби, ну, не засеражуємо увагу, що знаки, ну, не самі по собі, якби, існують. Вот, знаете, я-то говорю, они существуют сами по себе. И в них заложено все то, что в них заложено. Да, но они існують самі по собі, или не самі по собі, это значит, что вони від нас не залежать. Нет. Да, это понятно. Але самі по собі не значить, що там літера А існує особливо від літери Б. Тобто Да. літера А, Б там, і В, это ж якби не існують разом як алфавіт. Ну, алфавит, но тоже Ну и что? знак. Ну, і про це так само треба якби, ну, розбиратися. Іначе буде ситуація, як з рунами чи з этими жилками. Коли ми бачимо знак, і не можемо розшифрувати, тому що, ну, ми не розуміємо всю целостность там, той мови, яка И є. что, вывод из этого какой? Не понимаю. Ну, в основу тим, що коли ми розбираємося з метапредметом, ми повинні розуміти, що якби от соотнесення знаків і нічого більшого, де вони якби живуть. Нет, ну подожди. Ну, Есть семиотика.
Это такой большой-большой знак. Большой. Семиотика. Она включает в себя сотни книг. А? Мы берем маленькую часть и с нею разбираемся. Так случилось в этом мире, что как бы вот Клишевич оказался в том месте, где для него семиотика что-то значит. Жил бы ты без семиотики? Ну, конечно. Семиотика – это вещь, а ты не пришей кобыле хвост. Это понятно. Не про это. Да так чего? Вопрос не про это. А про что? Он говорит, что, наверное, есть какой-то мета-язык или что. Я не понимаю, вот, блин, какой это Не про то. Нет, Вот не все-таки 1, 2 и 3 не может существовать, когда мне кажется, что это там арабская система исчислений и, допустим, не знаю, там арифметика, правильно? Ну, Иначе это сенс не может. И когда мы повинны сказать, что когда мы малюем некий знак, то мы не можем про его сказать, когда мы не имеем на увазі некую там, что это, мову, там, ці некий осеродок, откуда этот знак как бы, ну, нами вычеркнут. Нет, для того, чтобы прочесть это нужно. А знак Да. сам по себе и существует. я не Я понимаю, объясню. про что ты говоришь. Ты просто, Евген, я не понимаю твоих вопросов. ты просто дали много примеров лингвистических. Букву О можно вставить в миллион разных слов. Да, но Какое тебе собачье дело до существования этих слов, когда ты разбираешься с буквой О? да, но я знаю, что есть слово есть мова, допустим, белорусское, Послушай, российское. если ты разбираешься со словом, например, внешнее и внутреннее или семиотика, какое тебе дело до того, что существует мова как таковая? Зачем тебе это? Ну, Если существует, если ты хочешь делать стук, зачем тебе знать про то, что вокруг Альдебарана, в созвездии там какого-то барана, крутится какое-нибудь там космическое тело типа кометы, планеты, блин, и еще чего-нибудь. Какое тебе до этого дело? Как этот самый Шерлок Холмс говорил, а что, Земля вертится вокруг Солнца? Что, правда, что ли? Какое мне до этого дело? Вот зачем ты путаешь все во всем? Ну, я не путаю кометы и кресла. Ну, звук. Тебе дали очень много примеров лингвистических знаков, и поэтому, может быть, тебе сразу хочется связать букву или слово со системой всего языка. Зачем? Но В чем знаки- прагматика? У тебя знак может быть тобой прочитан из твоего визуального опыта. Тебе нарисовали палец, указывающий влево, и ты его узнаешь. То есть там нету языка, именно лингвистической системы. То есть знак Ну, может я не быть не знаю, только есть лингвистический, а может быть Як любой кажуть, другой. у болгару там типа кивок так, это не. А Да. там якби так, это да. Да, то есть это Вот, и почитать- когда ты не ведаешь этого, то ты Он для будешь тебя не неправильно стоит. читать. Тебе этот знак просто для Вот, тебя ви не стоит. відрахкаєте на що ти задаєш собі питання про устройство якби, мови, коли ми можемо розбиратися з кивком. Мы приехали, полетели на Болгарию, он помотал так, и мы начинаем Вот интерпретировать. смотри, кивок что-то значит. Да? Да, ну значит, он в некой системе якби... Да ни в какой системе он не значит. Он сам по себе значит. Можно, например, у нас, а у них можно вот так вот значит. И все. И ничего больше, никакой мовы при этом нету. Ты можешь просто быть знаком с этой системой или не быть. Если я условлюсь там, с вами, например, что 3 стука будет означать, не знаю, что-нибудь. Ты не будешь знаком с этим означаемым, для тебя он просто не состоится. Ты услышишь 3 стука. По поводу чего сейчас идет спор? Я не понимаю. Так может тогда, как это, Евген, что ты хочешь узнать или спросить? Так может тогда не будем продолжать? Нет, так вот, да, как продолжать, понимаешь? Ну вот, блин, я попадаю в трудную ситуацию. Ну, нормальная ситуация это когда я что-то рассказываю, Евген чего-то не понимает. А тут, блин, все наоборот. Я не понимаю, что он мне сказал. Я не понимаю, чего он говорит и спрашивает. Вместо того, чтобы ему спрашивать, чего он не понимает в том, что я рассказываю. А я рассказываю
мы в режиме школы. Я пытаюсь вас чему-то учить. Да? Это нормально, когда вы не понимаете меня. Это нормально. Это непонимание может быть преодолено. Здесь, я не знаю, что это. Як воно преодолевается? А? Як воно преодолевается? Очень просто. Вот эта ситуация преодолевается очень просто. Где? То, что ты говоришь глупости. Перестань говорить глупости. Перестань делать глупости. Это глупости. Это дурь. То, что что у тебя происходит в башке твоей в данный момент. Вместо того, чтобы думать о том, что мы обсуждаем и чему ты должен научиться. Научиться, ты не учишься. Вот про что тебе Мыльников написал в этом самом в Фейсбуке, да? В последнем своем всплеске. Он говорит, блин, приходит Евген, рисует нечто похожее на схему, но это никакого отношения к схеме не имеет. Это как все равно принести сюда, скажем, дорожный знак, стырить его на улице, принести и поставить. Вот кирпич. Что он тут будет означать? Ничего. Кроме того, что мы будем о него спотыкаться. Просто вы ведете рассказ в своей семантической рамке. Причем она сложена из достаточно большого количества разных книжек по семантике. Да. Семантика Сосюра и Пирс, они просто разные. Да. Они о разном говорят. Да. Но у вас большой накопленный опыт и какая-то такая семантическая рамка. И когда есть вопросы, которые исходят вне ее, они вас выбивают из себя. Но как погрузить людей в нее и достаточно быстро, я не знаю. Ну, это вы меня лечите немножко. Это правильно. Меня надо лечить. Иногда, да. Но в данном случае речь идет не о лечении, а об учении. Да? Ты будешь, блин, учиться схематизации и работать со схемами? Или ты будешь фантазировать хрен знает про что не имеет отношения ни к твоему докладу, блин, ни к мышлению, ни к магистратуре игры нашей, ни к чему. Вот в чем вопрос. На этом вопросе. Нет, ну, коллеги, в самом деле, я наконец допер до проблематики, да? Я с вами по-людски, да, в смысле, как на семинаре, там, да, где мы все равны. И тогда кто-то что-то не понимает, кто-то что-то там злится, надо как-то там управлять. Ну, коммуникация ведется таким образом. Но время от времени у нас бывают учебные ситуации. Я, конечно, тут поддался Водолажской на это дело, потому что уже давным-давно как бы не участвую в учебных ситуациях, но время от времени они нужны. Так вот это, как в грузинском анекдоте, да? Дети, запомните, слово «сол» пишется с мягким знаком, а слово «тарелька» пишется без мягкого знака. Понять это невозможно. Это надо просто запомнить. Вот некоторые вещи в грамматике, в семиотике надо просто запоминать. Запоминать, ну, сейчас трудно запоминать что-то вот в том, что мы рассуждали, да, кроме ходов. Кроме ходов. Ходы так или иначе записаны. И они являются обязательными. Этому надо учиться. В этом смысле семиотика вроде простая вещь, да? Но работа с семиотикой – это почти как искусство. Ну, не знаю, чтобы сделать стул, там нужно искусство столяра, там, я не знаю, токаря, пекаря и так далее. У каждого свое искусство. Работа со схемами – это ремесло и искусство методолога, там, не знаю, магистра игры и так далее. Учитесь этому у кого? Боюсь, что кроме меня в данном случае не у кого у вас учиться. А учиться это значит повторять, даже если вы не понимаете чего. Повторять тупо эти вещи. Потом на семинаре мы будем спорить. Будем там чего-нибудь еще, да? Но вот в этих ситуациях надо тупо повторять. Из сегодняшнего занятия вы должны точно вынести себе представление о том, чего нельзя делать со схемой. Нельзя барахло из своей башки, так называемого внутреннего мира, выплескивать во внешний мир
ни в чем не виноват. То есть на доступ. Замечательно, я не совсем соглашусь, что да, может быть, нет единой книжки, которая вас бы сейчас устроила по семиотической базе, вот, но некоторые из этих текстов, они просто были бы очень полезны, если просто для тех, кому не знакомы, просто чтобы держать все в голове, что мы подразумеваем под знаком. Ну, то есть как мы с ним работаем логически. Просто потому что так можно всегда, ну, если прийти так извне, можно всегда сказать, ну, тут мы могли назвать А и Б, а могли Б и А. От переменных местогаемых ничего не меняется. Просто чтобы, может быть, не тратить время на лишнее объяснение этой базы. Сосюр, Wittgenstein. Можно взять Якобсона Сосюра, можно взять визуальный знак. Как бы этот вариантов много, но просто даже вот саму триаду того, как передается знак, означаемое, означающее, просто пирсовские треугольнички вот эти переходящие. Нет, ну вот как бы с пирсовским треугольничком в переинтерпретации треугольника Олдена-Ричардса мы вроде работали давно. И эти хмыри, как бы, это знают. Я не знаю, в чем проблема. И я не знаю. И должны знать, как бы, да? Но я боюсь, что там знание, оно не сопряжено с умением. Этим надо владеть. Не просто знать, что оно бывает. Этим надо владеть. Для того, чтобы владеть, надо тренироваться. Пользуется. Чтобы тренироваться, надо упражняться, делать это. И все. То есть контрольные задания. Блин, если бы это контрольное задание. Ну, у нас сейчас было контрольное задание, в общем, в игрушке. Ну, не совсем. Это было как мастер-класс, типа, как надо делать. То есть мы вместе должны были делать вот эти ходы, которые предлагал Владимир Владимирович. Но вот как бы... Но мы до поры до времени и делали их Да. вместе. Да? Но потом что-то пошло не так, и кто-то начал делать ходы в обратном порядке. Нет, ну, главное, что эти ходы непонятно... То есть, наверное, я тут как бы даю слабину и сам по этому поводу возбухаю. Да? Некоторые ходы должны запрещаться. К сожалению, да, в дидактике, если бы это был урок, да, урок простой как бы, это нельзя. И все, там понятно. Но я уже отвык от уроков, я думал, там есть какой-то смысл. Я начинаю в нем его искать. Потом начинаю беситься, что я не понимаю, блин. Для дебилов. Что вы смеетесь? Ну, просто... Анекдот, знаете? Приходит училка новая, класс для дебилов. И пытаются учить этих дебилов арифметику. Но думает, блин, меня учили, что надо от наглядности отталкиваться, да? Сейчас будем проходить сложение, и она достает из сумочки яблоко. Красивое, хорошее яблоко. Говорит, дети, вот у меня есть яблоко. Одно. Достает из сумки второе яблоко. Я достаю второе яблоко. Сколько у меня яблок? Дебилы сидят, молчат. Она и так, и сяк, блин. Урок проходит, блин, 0. Никак 2, 1 и 1 дебилы сложить не могут. Учительница расстроенная, садится, читает методички, вроде все правильно делает. Надо на пальцах, надо вот на этих самых, на примерах, на живых яблоках, там учить дебилов складывать. Второй урок проходит 0, ни хрена. На третий день она приходит, уже с чувством унылой обреченности, достает из сумочки помятое яблоко. Дети, у меня одно яблоко. Я из сумочки достаю, еще более помятое яблоко достаю. Сколько у меня яблок? Один самый умный дебил поднимает руку. 2. Как ты догадался? Как ты, говорит, в общем, всегда знал. А что ж вы молчали, третий урок? Понимаете, вы показали такие красивые яблоки. У нас слюнки текут, их и съесть хочется, как бы, и так далее. Да? А теперь они помялись, блин, никакого интереса не представляют. Теперь мы их можем складывать. Ну так и с вами, наверное. В следующий раз начнем с этой же самой схемы.